Мы начинаем республиканскую научно-практическую конференцию на тему «Репрессии и террор в 20 веке. Идеология, практика, последствия». Организовала конференцию инициативная группа по увековечению памяти и восстановлению доброго имени жертв политических репрессий в Мордовии. Сегодня присутствуют члены нашей инициативной группы и приветствую всех участников нашей конференции. Кроме того, приветствую сотрудников средств массовой информации, которые будут освещать наши мероприятия. Должен начать с грустного известия о том, что недавно ушел из жизни один из членов нашей инициативной группы, один из умнейших людей Мордовии, один из известнейших теоретических физиков России, Виктор Александрович Маргулис. Он был председателем Мордовского регионального отделения нанотехнологического общества России, доктором физмат-наук, профессором, завкафедрой теоретической физики Мордовского государственного университета. Наша сегодняшняя конференция, она сегодня 2 июля, и эта дата в этот же день, в 1937 году, была написана Иосифом Виссарионовичем Сталиным телеграмма, с которой начался и был запущен большой террор. Именно после этой телеграммы, текст из этой телеграммы через месяц перешел в знаменитый приказ Народного комиссариата внутренних дел, который уже стал исполнять этот приказ во всех регионах Советского Союза. Это говорит о том, что все-таки источником репрессий была коммунистическая партия, и именно в частности Сталин, потому что это даже на факте видно, что именно с его документов начинались все репрессивные кампании, ускорялись, интенсифицировались и закрывались все до одного репрессивные вот эти террористические кампании именно решением Сталина. То есть инициатива на местах или каких-то ведомств, на которые принято сваливать репрессии, в частности с хрущевских времен, это не совсем правильно. Источником репрессий было руководство коммунистической партии. Наша конференция, подобная нашей конференции, последняя конференция состоялась в 1998 году, 27 мая. Насколько мне известно, после этого на эту же тему конференции не проводилась. И вот Владимир Кузьмич Абрамов был организатором той конференции, которая называлась «Репрессии 30-х годов в Мордовии и их последствия». Владимир Кузьмич, не могли бы вы рассказать несколько слов о том, как была организована та конференция вообще? Несколько слов. Да, пожалуйста, сюда. Владимир Кузьмич Абрамов, доктор исторических наук, профессор, заслуженный деятель науки Республики Мордовия, председатель оргкомитета той конференции. Следует сказать, что среди моих близких родственников репрессированных не было. Со стороны матери несколько родственников был раскулачен, но я их не знал, и меня это так, в общем-то, не касалось. Но я был историком, и когда стал работать на докторской диссертации «История мордовского народа» в первой половине 20 века, я вынужденно столкнулся с этим периодом и стал заниматься документами. Для меня время оказалось очень, с точки зрения изучения документов, очень выгодным и полезным. Почему? Началась перестройка, как вы знаете, гласность, открылись многие архивы, причем не только здесь у нас, в Мордовии, но и в Москве. И мне удалось вот в этот момент со многими секретными документами в Саранском архиве, в Центральном государственном архиве Мордовии познакомиться, даже поработать, правда, только в читальном зале на Кузнецком мосту, это ФСБ, там читальные залы мне давали для служебного пользования, когда достаточно открыто. Вот эти все донесения и так далее какие-то. И даже мне удалось в начале 90-х годов поработать в архиве Управления Федеральной службы безопасности РФ по Республике Мордовия. Это вообще совершенно уникальное явление. И вот, когда я познакомился с этими документами, я просто пришел в ужас. Мне в голову не приходило, что возможны такие масштабы убийства и уничтожения собственного народа. Когда уничтожались не просто огромные массы людей, но огромные массы лучших людей.
Если взять вот того же Кулака с точки зрения, мы же понимаем, было общинное землевладение, землю делили-то поровну. И кто мог стать зажиточным на таком же участке земли? Во-первых, человек физически здоровый, который мог хорошо работать. Во-вторых, человек самоорганизованный, который не эти деньги мог удачно вложить, успешно и так далее. Человек самоорганизованный с точки зрения, он не пьяница, он не пропил, он не растранжирил эти деньги, а в дело вложил. Это и ум, и здоровье, у него и дети здоровые, у него и дети толковые. И вот таких людей уничтожали миллионами. Вы представляете, что прошло? Происходила селекция. Но то, что было в годы гражданской войны, ясно. 2 миллиона покинули страну, опять-таки, кто эти люди? Дворяне. Это, как правило, грамотные люди, с подготовкой хорошей и прочее, и прочее. 37-38 год, опять же, кто это такой? Это уже новая рабоче-крестьянская интеллигенция, но опять-таки это была элита общества, уже нового общества, которое народилось. И вот тогда я этим делом занялся, и, в общем-то, сам собой встал вопрос, что надо провести конференцию, надо познакомить общественность с этим делом, потому что в Мордовии большинство людей просто не представляли, а что это вообще? Ну да, кого-то там сажали, ведь люди меня не посадили, и слава Богу. Вот такая ситуация психологии. И вот в мае мы собрались, сначала думали, как кулуарно собраться, но как-то через знакомых многие узнали об этой конференции и приехали из Нижнего Новгорода, из Пензы, приехали из Москвы, приехали, вот, и из Сыктывкара, даже с Воркуты был. Ну, я ему сказал, это мой друг, мы вместе в армии служили, Николай Иванович Антонов, тоже был в Воркуте, заинтересовался судьбой этих лагерей, он занимался. Вот, и, кстати, ваша там статья тоже. Ну вот, и мы прошли, после этого обратились в прокуратуру, бывший прокурор Тимошкин, господин Тимошкин, он сейчас вот, к сожалению, я отчество его забыл, поэтому сейчас не назову, он обратился в прокуратуру, нам выделили машину, и мы со студентами стали искать. В группе студентов я обратился к студентам, ну кто пойдет на раскопки, был лес и лук. А когда собрались, пришли 4 человека. Вот. Ну, пришел еще Сизганов, находился тогда еще приличной вполне газеты «Старин ЦС». Владимир. Ну, Владимир, да? Владимир. Вот он тоже, значит, пришел к нам. И вот мы все, и студенты, и прокурор бывший, значит, и журналисты, и я, мы там все, значит, начали копать. Выезжали дважды. Сначала выехали на первую поляну, сложили 2 шурфа, ну, мы люди неопытные, просто не знали, как, что. Потом выехали раз на вторую поляну на машине, вот, ничего мы не нашли, но мы собирали сведения, в общем-то, примерно знали, что в районе второй так называемой поляны уже массовые захоронения есть, нам это уже говорили. Но надо было искать. И вот через какое-то время, а точнее через 5-6 лет, я со студентами постоянно эту тему беседовал, и среди моих студентов оказались ребята, которые входили в состав команды поиска, который командовал Николай Андреевич Кручинкин. И они как раз вернулись тогда из Ростовской области, я им сказал, то, что вы ищете, благородное дело, хорошее, ведь у нас в Мордовии под боком тоже есть люди, которых надо искать, невинно погибшие. Он говорил с Николаем Андреевичем, тут связался со мной, мы с ним как говорили это дело. И лето 2004 года я потратил на то, чтобы поездить по организациям, 23 организации, эта бумага у меня до сих пор хранится, 23 печати, надо было собрать, чтобы дали разрешение на раскопки. Вот. Причем в некоторых местах говорили, вы клады ищете, может, с нами поделитесь. Вот. Такие вещи, хорошо. Пару костей, извините, привезу. Вот такие вещи тоже были. И потом, когда собрал это дело, он собрал своих ребят, 100 человек, был клуб у механического завода, молодежный клуб. Я туда пришел, меня пригласили, я выступил перед ними, объяснил, что они ищут, кто эти люди. Вот. И они пошли. В первый же день они нашли 4 братских могилы. Ну, они опытные, он опытный. Поисковик, они тоже опытные. Как 60 шурфов заложили, это не 2, и сразу нашли. А на следующий год они еще 3 нашли. Вот сейчас там найдено 7 братских могил. Сколько в этих могилах, неизвестно. Так, вот, в принципе, так была организована конференция. И в 2004 году при финансовой поддержке
Тогда еще хорошие отношения были с Эстонией. При финансовой поддержке Совета программы родственных народов Эстония и Мордовского регионального финно-угорского общественного фонда Мастурава, господин Бутылов, командовал. А это Тыну Селенталь, руководитель там был. Вот при этой поддержке мы издали вот этот сборник. До этого нам никто денег не давал. Вообще у нас, надо сказать, что в этом отношении особого энтузиазма от власть придержащих не чувствуется. Спасибо. Вадим Кузьмич сегодня у нас еще выступит с докладом. Я вот говорил, что наша инициативная группа организовала эту конференцию, и хочу коротко напомнить пожелания нашей инициативной группы, которые мы обращаем к региональным и городским властям Мордовии. И все эти пожелания реализованы в десятках регионов нашей страны. Мы считаем правильным, чтобы ежегодно проводилось поминальное мероприятие памяти жертв политических репрессий. Очень желательно, чтобы глава республики выступал с словами соболезнования семьям репрессированных земляков, чтобы в Саранске были на стенах последнего места жительства укреплены мемориальные доски, памятные таблички, чтобы в центре Саранска был установлен памятник жертвам политических репрессий, чтобы был организован, открыт музей, который тоже есть в десятках регионов, именно посвященный этой теме, и чтобы продолжался процесс реабилитации, прекращенный в начале 2000-х, чтобы открывались все до одного архивы, связанные с репрессиями в частности, потому что период давно уже прошел. В частности, должны быть обнародованы географически точные месторасположения, места всех массовых захоронений на территории Мордовии. И мы считаем правильным, чтобы был на месте массового захоронения на юго-западе Саранска у ручья Ерефлей, Богоявленский родник, мемориальный комплекс памяти жертв политических репрессий. Это важно. Хотя все члены нашей инициативной группы в своих интервью корректировали какие-то из этих пожеланий. Кто-то с каким-то пожеланием был не согласен, но если в целом костяк такой, давайте перейдем к первому нашему выступлению, которое сегодня будет на нашей конференции. Василий Дмитриевич Гусляников. Тема доклада «Репрессии в СССР». Он руководитель Мордовского регионального отделения общественной организации «Мемориал». В частности, кроме того, он член Общественной палаты Республики Мордовия, основатель и председатель правления Мордовского республиканского правозащитного центра. Ну и все мы его хорошо знаем, один из лидеров демократического движения в 80-х, в начале 90-х годов. Пожалуйста, Василий Дмитриевич. Уважаемые коллеги, я нового вам вряд ли чего-то скажу, но нашел материал такой обобщенный, который будет довольно интересен и с цифрами. Более 10 лет я сотрудничаю с общественной организацией «Мемориал». Там две организации: Всероссийская организация «Мемориал» и Международный «Мемориал». Это одна из первых общественных организаций, которая образовывалась в Новой России, а начинала еще она в конце 80-х годов в СССР. По этому поводу даже было вот постановление Политбюро ЦК КПСС об обществе «Мемориал» от 26 января 1989 года. То есть по этому поводу принималось специальное постановление, потому что власть вроде бы и хотела провести реабилитацию политически репрессированных. И в то же время, как вы помните, при Брежневе уже эти вопросы начали отходить на второй план, и каким-то образом все это скомкалось. А созданная организация «Мемориал», в учредителях которой были известные люди, это Александр Дмитриевич Сахаров, Юрий Николаевич Афанасьев, драматург Шатров, Евтушенко, поэт, Бакланов, писатель, Корякин, то есть известные люди. И когда в конце 80-х было, так сказать, окно возможностей и гласности, которую провозгласил первый генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Сергеевич Горбачев, то стали, как правильно было здесь сказано, открываться те архивы и источники, о которых раньше мы не знали, которые были под грифами «секретные», ДСП и все прочее. И вот организация «Мемориал», которая с трудом создавалась, она в
конце концов была создана, активно работал, но в последнее время с трудом работает, поскольку проявляет довольно серьезную активность в плане демократизации общества, а властям это не всегда интересно, поэтому сейчас у них там возникают определенные проблемы. Значит, тема моего сообщения – репрессии в СССР, то есть такая подборка, исторический экскурс. Массовые репрессии в СССР проводились в период 1927-1953 года, то есть практически в то время, когда у руля стоял Иосиф Виссарионович Сталин. Эти репрессии напрямую связывают с именем Иосифа Сталина, который в эти годы осуществлял руководство страной. Социальные и политические гонения в СССР начались после завершения последнего этапа гражданской войны. Данные явления стали набирать обороты во второй половине 30-х годов и не сбавили обороты во время Второй мировой войны, а также после ее окончания. Вот цитата Александра Солженицына. «Говорят, целый народ нельзя подавлять без конца. Ложь. Можно. Мы же видим, как наш народ опустошился, одичал, и снизошло на него равнодушие уже не только к судьбам страны, уже не только к судьбе соседа, но даже к собственной судьбе и судьбе детей. Равнодушие, последней спасительной реакцией организма, стало нашей определяющей чертой. Оттого и популярность водки, невиданная даже по русским масштабам, это страшное равнодушие, когда человек видит свою жизнь не надколотой, не с отломанным уголком, а так, безнадежно раздробленной, так вдоль и поперек изгаженной, что только ради алкогольного забвения еще стоит оставаться жить. Вот если бы водку запретили, тотчас бы у нас вспыхнула революция». Это вот прямая речь и цитата Александра Солженицына. Начало репрессий в Советском Союзе. Во-первых, надо сказать о причинах репрессий. Первое. Принуждение населения к труду на неэкономической основе. Работы в стране нужно было сделать много, а денег на все не хватало. Идеология формировала новое мышление и восприятие, а также должна была мотивировать людей работать практически бесплатно. Второе. Усиление личной власти. Для новой идеологии нужен был кумир, человек, которому беспрекословно доверяют. Им стал Иосиф Сталин. Третье. Укрепление истощения тоталитарного общества. Если попытаться найти начало репрессий в Союзе, то отправной точкой, безусловно, должен служить 1927 год. Этот год ознаменовался тем, что в стране начали проходить массовые расправы с так называемыми вредителями, а также саботажниками. Мотив этих событий следует искать во взаимоотношениях СССР и Великобритании. Так, в начале 1927 года Советский Союз оказался замешан в крупном международном скандале, когда страну открыто обвиняли в попытках перебросить очаг советской революции в Лондон. В ответ на эти события Великобритания разорвала все взаимоотношения с СССР, как политические, так и экономические. Внутри страны данный шаг был преподнесен как подготовка со стороны Лондона новой волны интервенции. На одном из партийных заседаний Сталин заявил о том, что стране нужно уничтожить все остатки империализма и всех сторонников белогвардейского движения. Отличный повод для этого у Сталина появился 7 июня 1927 года. В этот день в Польше был убит политический представитель СССР Войков. В результате начался террор. Например, ночью на 10 июня было расстреляно 20 человек, которые связывались с империей. Это были представители древних дворянских семей. Всего же в июне 1927 года было арестовано более 9000 человек, которых обвиняли в государственной измене, пособничестве империализму и прочих вещах, которые грозно звучат, но очень тяжело доказываются. Большая часть арестованных была отправлена в тюрьмы. Борьба с вредителями. После этого в СССР начался ряд крупных дел, которые были направлены на борьбу с вредительством и саботажем. Волна этих репрессий была основана на том, что в большинстве крупных компаний, которые работали внутри Советского Союза,
Руководящие должности занимали выходцы из имперской России. Разумеется, эти люди в большинстве своем не испытывали симпатии к новой власти, поэтому советский режим искал предлоги, по которым эту интеллигенцию можно было отстранить от руководящих постов и по возможности уничтожить. Проблема заключалась в том, что для этого нужны были весомые и законные основания. Такие основания были найдены в ряде судебных процессов, которые прокатились по Советскому Союзу в 20-х годах. Среди наиболее ярких примеров таких дел можно выделить следующее. Шахтинское дело. В 1928 году репрессии в СССР коснулись горняков из Донбасса. Из этого дела устроили показательный процесс. Все руководство Донбасса, а также 53 инженера были обвинены в шпионской деятельности с попыткой вредительства новому государству. В результате разбирательства 3 человека были расстреляны, 4 оправданы, остальные получили тюремные сроки до 10 лет. Это был прецедент. Общество с восторгом приняло репрессии против врагов народа, но в 2000 году прокуратура России реабилитировала всех участников шахтинского дела ввиду отсутствия состава преступления. Второе. Пулковское дело. В июне 1936 года на территории СССР должно было быть видно крупное солнечное затмение. Пулковская обсерватория обратилась к мировой общественности, чтобы привлечь кадры для изучения этого явления, а также получить необходимое заграничное оборудование. В результате организация была обвинена в шпионской деятельности, число жертв засекречено. Дело промпартии. Известное дело, данный процесс в 1930 году проходил, обвинили в попытке срыва индустриализации в стране. Дело крестьянской партии. Широко известная эсеровская организация под названием группа Чаянова и Кондратьева. В 1930 году представители этой организации обвинили в попытках срыва индустриализации и в вмешательстве в дела сельского хозяйства. В этот момент в СССР проходила массовая идеологическая борьба. Новый режим всеми силами пытался объяснить населению свою позицию, а также оправдать свои действия. Но Сталин понимал, что одна идеология не может навести порядок в стране и не может позволить ему удержать власть, поэтому в СССР начались репрессии. Вышеупомянутые дела во все времена вызывали большие вопросы, а сегодня, когда по многим из них документы рассекречены, становится абсолютно понятно, что большинство обвинений были необоснованными. Не случайно прокуратура России, рассмотрев документы Шахтинского дела, реабилитировала всех участников процесса. И это несмотря на то, что в 1928 году ни у кого из партийного руководства страны не возникло мысли о невиновности этих людей. Почему так происходило? Это было связано с тем, что под видом репрессий, как правило, уничтожались все, кто был не согласен с новым режимом. События 20-х годов были только началом, основные события были впереди. Репрессии в СССР в 30-е годы. Новая массовая волна репрессий внутри страны развернулась в начале 30-го года. В этот момент началась борьба не только с политическими конкурентами, но и с так называемыми кулаками. Фактически начался новый удар советской власти по богатым, и этот удар зацепил не только состоятельных людей, но и середняков и даже бедняков. Одним из этапов нанесения этого удара стало раскулачивание. Вот о чем Владимир Кузьмич как раз здесь сказал. То есть практически самый трудоспособный слой на селе был уничтожен. Партийный состав и органы управления в репрессиях. Новая волна политических репрессий в СССР началась в конце 1934 года. На тот момент времени произошло существенное изменение структуры аппарата управления внутри страны. В частности, 10 июля 1934 года произошла реорганизация спецслужб. В этот день был создан Народный комиссариат внутренних дел СССР. Этот отдел известен под аббревиатурой НКВД. В состав этого подразделения входили такие службы, как Главное управление госбезопасности, Главное управление рабоче-крестьянской милиции, Главное управление пограничной службы, Главное управление лагерей, Главное управление пожарной охраны. Кроме того,
в ноябре 1934 года был создан специальный отдел, который получил название «Особые совещания». Этот отдел получал широкие полномочия по борьбе с врагами народа. Фактически, этот отдел мог без присутствия обвиняемого, прокурора и адвоката отправлять людей в ссылку или в ГУЛАГ сроком до 5 лет. Разумеется, это относилось только к врагам народа, но проблема в том, что никто достоверно не знал, как этого врага определить. Именно поэтому особое совещание имело уникальные функции, поскольку врагом народа можно было объявить фактически любого человека. Любого человека можно было по одному простому подозрению отправить в ссылку сроком на 5 лет. Массовые репрессии в СССР. Поводом для массовых репрессий стали события 1 декабря 1934 года. Тогда в Ленинграде был убит Сергей Миронович Киров. В результате этих событий в стране был утвержден особый порядок судебных разбирательств. Фактически речь идет об ускоренных судебных разбирательствах. Под упрощенную систему разбирательств переносились все дела, где людей обвиняли в терроризме и пособничестве терроризму. Опять же, проблема была в том, что под данную категорию относились практически все люди, которые попали под репрессии. Выше мы уже говорили о ряде громких дел, которые характеризуют репрессии в СССР, где отчетливо видно, что всех людей так или иначе обвиняли в пособничестве терроризму. Специфика же упрощенной системы разбирательства заключалась в том, что приговор должен был быть вынесен в срок до 10 дней. Обвиняемый получил повестку за сутки до разбирательства. Само разбирательство проходило без участия прокуроров и адвокатов. По завершении разбирательства любые просьбы о помиловании запрещались. Если в ходе разбирательства человека приговаривали к расстрелу, то эта мера наказания исполнялась незамедлительно. Политические репрессии, чистка партии. Сталин устроил активные репрессии внутри самой партии большевиков. Одним из показательных примеров репрессий, которые коснулись большевиков, случились 14 января 1936 года. В этот день было объявлено о замене партийных документов. Этот шаг давно уже обсуждался и не был неожиданностью. Но при замене документов новые удостоверения вручались не всем участникам партии, а только тем, кто заслужил доверие. Так началась чистка партии. Если верить официальным данным, то при выдаче новых партийных документов 18% большевиков были отчислены из партии. Это были те люди, к которым репрессии применялись прежде всего. И это мы говорим только об одной из волн этих чисток. Всего же чистка партии проводилась в несколько этапов. В 1933 году из высшего руководства партии было исключено 250 человек. В 1934-1935 годах из партии большевиков исключили 20 тысяч человек. Сталин активно уничтожал людей, которые могли претендовать на власть, которые обладали силой. Для демонстрации этого факта необходимо только сказать, что из всех членов Политбюро 1917 года после чистки в живых остался только Сталин. 4 члена были расстреляны, Троцкий исключен из партии и выслан из страны. Всего членами Политбюро тогда было 6 человек. На промежутке времени между революцией и гибелью Ленина было собрано новое Политбюро из 7 человек. К концу чистки в живых остались только Молотов и Калинин. В 1934 году состоялся очередной съезд партии ВКПБ. В съезде участвовало 1934 человека. 1108 из них было арестовано, большинство расстреляны. Убийство Кирова обострило волну репрессий, а сам Сталин обратился с заявлением к членам партии о необходимости окончательного истребления всех врагов народа. В результате были внесены изменения в Уголовный кодекс СССР. Эти изменения обуславливали, что все дела политическим заключенным рассматривались в ускоренном порядке без адвокатов, прокуроров в течение 10 дней. Расстрелы приводились в исполнение незамедлительно. В 1936 году состоялся политический процесс над оппозицией. Фактически же на скамье подсудимых оказались ближайшие соратники Ленина, Зиновьев и Каменев.
Их обвинили в убийстве Кирова, а также в покушении на Сталина. Начался новый этап политических репрессий над Ленинской гвардией. На этот раз репрессиям был подвергнут Бухарин, а также глава правительства Рыков. Социально-политический смысл репрессий в этом смысле был связан с укреплением культа личности. Репрессии в армии. Начиная с июня 1937 года репрессии в СССР коснулись армии. В июне случился первый судебный процесс над высшим командованием рабоче-крестьянской Красной Армии, включая главнокомандующего маршала Тухачевского. Руководство армии обвинялось в попытке государственного переворота. По заявлению прокуроров, переворот должен был состояться 15 мая 1937 года. Обвиняемые были признаны виновными, и большую часть из них расстреляли. Расстрелян был и Тухачевский. Интересный факт заключается в том, что из 8 членов судебного разбирательства, которые приговорили Тухачевского к расстрелу, в дальнейшем 5 сами были репрессированы и расстреляны. Однако с этих пор начались репрессии в армии, которые коснулись всего руководящего состава. В результате таких событий были репрессированы 3 маршала Советского Союза, 3 командарма 1-го ранга, 10 командармов 2-го ранга, 50 командиров корпусов, 150 командиров дивизий, 16 армейских комиссаров, 25 корпусных комиссаров, 58 дивизионных комиссаров, 401 командир полка. Всего же репрессиям Красной Армии подверглись 40 тысяч человек. Это было 40 тысяч руководителей армии. В результате более чем на 90% командного состава было уничтожено. Усиление репрессий. Начиная с 1937 года волна репрессий в СССР стала усиливаться. Причиной стал приказ номер 20447 НКВД СССР от 30 июля 1937 года. Этот документ заявлял о немедленном репрессировании всех антисоветских элементов, а именно бывшие кулаки, все представители религии, участники антисоветских действий, антисоветские политические деятели, белогвардейцы, люди с судимостью. Все эти категории необходимо было репрессировать. Согласно приказу НКВД, всех людей, которые относились к этим категориям, необходимо было разделить на 2 лагеря. Враждебные элементы, любой человек, которого называли враждебным элементом, приговаривался к расстрелу. Неактивные элементы, остальных, кого не приговаривали к расстрелу, отправляли в лагеря или тюрьмы на срок от 8 до 10 лет. Все дела теперь рассматривались в еще более ускоренном режиме, где большинство дел рассматривались массово. Согласно тем же распоряжениям НКВД, репрессии относились не только к осужденным, но и к их семьям. В частности, к семьям репрессированных применялись следующие наказания. Семьи репрессированных за активные антисоветские действия, семьи репрессированных, кто проживал в пограничной полосе, подлежал переселению вглубь страны, и семьи репрессированных, проживавших в крупных городах СССР. Таких людей также переселяли вглубь страны. В 1940 году был создан секретный отдел НКВД. Этот отдел занимался уничтожением политических противников советской власти, находящихся за рубежом. Первой жертвой этого отдела стал Троцкий, который в августе 1940-го был убит в Мексике. В дальнейшем этот секретный отдел занимался уничтожением участников белогвардейского движения, а также представителей империалистической миграции России. В дальнейшем репрессии продолжались, хотя их основные события уже прошли. Фактически репрессии в СССР продолжались до 1953 года. Итоги репрессий. Всего с 1930 по 1953 годы по обвинениям в контрреволюции было репрессировано 3,8 миллиона человек. Из них 749 421 человек были расстреляны. И это только по официальной информации. А сколько еще людей погибло без суда и следствия, чьи имена и фамилии не занесены в список. Значит, уважаемые друзья, мне в этом году удалось получить хороший подарок от общества «Мемориал». Около 50 томов отпечатанных документов из фонда Яковлева, известных.
я получил. У меня находятся они в территориальном фонде социальной поддержки, где я работаю. То есть эти вот книги как раз в распоряжении Мордовского республиканского правозащитного центра. Всем историкам, журналистам, которые интересуются, которые готовы поработать, я с удовольствием могу предоставить. Это очень интересная библиотека, почему я и взялся за это, выпросил, и мне вот это предоставили. Спасибо вам большое за внимание. Спасибо, Василий Дмитриевич. А где ваш этот фонд находится? Это Гагарина 89 во дворе, там у меня офис на первом этаже. Ясно. Он где недалеко от Брандон? части. Да. Да. Понятно. Какие-то добавления есть? Вопрос у Из- меня. Вопрос, Виктор Борисович Махаев. Как вы относитесь к последней статье профессора Юрченкова, опубликованной в журнале «Вестник» института? Я, наверное, просто не знаком с этой статьей. Понял? Владимир Кузьмич Абрамов, наверное, может ответить на этот вопрос. Наверное. Мне вопрос. Ответьте, Владимир Кузьмич, по поводу статьи. Какую именно статью вы имеете? О репрессиях. О репрессиях Ну, не конечно. читал. Ну, я его отношение к этому знаю примерно, Валерий Анатольевич. Какое это отношение? Какое это отношение? Ну, отношение он высказывал неоднократно, он говорил, что трудно определить, а кто жертва, а кто палач. И вот приводил он пример, сейчас, я не знаю, в этой статье есть, Красовский. Вот, что вот он сначала здесь был палач, да, Мордовии, вот, а потом его в 1939 году 17 человек здесь отдавали под суд, потому что даже в Москве удивились вот тем Он был масштабам, руководителем которые- НКВД Мордовии в 1937-1938 да, годах. Да, вот руководитель. Потом его несколько человек расстреляли, его не расстреляли, он был, а потом отсидел, и потом во время войны он даже орден получил, воевал. И вот кто же он, жертва или герой? Вот это отношение. Да, была статья Лаптуна в журнале «Центр периферии», очень большая, про этого человека. И как раз вот Да, этот Лаптун писал. Лаптун. неопределенный. Это я читал. Да, неопределенный. Он меня там задел, я ему потом ответил в журнале «Народное образование». Ну, давайте, Василий. Виктор Борисович, а вы что сами хотели сказать по поводу этой статьи? Пока ничего. Я полагаю, что вот здесь, сейчас одну секундочку, полагаю, что здесь как раз подтверждение того, о чем я говорил, что в подготовку репрессий попали и все те сами, которые эти репрессии проводили. Ну вот как раз с Тухачевским. После того, как их осудили, 70% из этого совещания особого, они были сами расстреляны. Василий Дмитриевич, вам вопрос задает Дмитрий Михайлович Бардзин, бывший заместитель директора издательства Мордовского университета. Вопрос такой, а вот дело врачей такое было в свое Ну, время. просто Мордовия, здесь- оно как здорово коснулось или нет? Я понял. Я, к сожалению, не владею информацией, как оно коснулось Мордовии. Я полагаю, что это было как бы сигналом к тому, чтобы показать еще оттенок репрессий в отношении еврейского народа, потому что врачи в основном были евреи, и поэтому началось. Там тогда и репрессии в отношении Михоэлса, все это после войны и продолжалось, поэтому я и сказал, что они прекратились практически только со смертью Сталина. Причем после войны было очень много еврейских захоронений, когда нацисты уничтожали евреев, и евреи потом оставляли захоронения. И вот в рамках этой кампании по делу врачей в стране были уничтожены все захоронения, чтобы показать, что у нас нет конкретно евреев жертв, у нас все жертвы советские. И уничтожили эти памятники. У кого-то еще есть вопрос? Сергей Владимирович, может? Нет? Добавить что-то? Спасибо. Да-да-да, Вадим Викторович Чернавин. Василий Дмитриевич, а конкретные фамилии имеются по Саранскому, кто был репрессирован? Это вот у нас историки-специалисты, потому что я конкретно не занимался этими вопросами, и я думаю, Дело в том, подскажу. что одна из целей нашего общества является увековечение памяти, Правильно. которые были арестованы. И где они жили в это время? Можно узнать или нельзя? Я полагаю, что можно. Более того, как сказал Владимир Кузьмич правильно, в начале 90-х были раскрыты многие архивы. Сейчас они закрыты? Там интересные Сейчас закрыли? фамилии все. Уже закрыли. Да. И Долгорусская играла.
Бахмутов тоже находил эти списки, но не успел переписать их. Нет, список И он поражался по составом. мордовскому блоку, у меня этот список этих людей есть. Да? Состав репрессированного, он тогда поражался, что там от младенцев до стариков списки расстрелянных, которые он видел в нашем архиве КГБ. Это Вадим Викторович Чернавин, предводитель Мордовского регионального отделения «Союз потомков российского дворянства». Вот, тогда перейдем к следующему выступающему. Большое спасибо, Василий Дмитриевич Гусляников, первый президент нашей республики. Теперь, пожалуйста, Владимир Кузьмич Абрамов, доктор исторических наук. И представьте, пожалуйста, тему, о которой вы расскажете. Василий Дмитриевич очень хорошо обрисовал картину, общую картину репрессий в нашей стране. Я, с вашего позволения, попробую обрисовать на небольшой сравнительной территории, а именно в нашей небольшой республике. И прежде всего начну именно с коллективизации. Тема у меня коллективизация. Должен был Тимофей Дмитриевич Матькин, но по какой-то причине не ушел. Но я эту тему знаю неплохо, поскольку я именно ее разрабатывал и раньше Тимофея Дмитриевича, вот, когда работал над своей темой. Мордовский народ в первой половине. И он на вас часто ссылается в своих монографиях. Ну да, он позже Поэтому стал вы... работать, и, естественно, мои труды он использовал и цитировал их и так далее. Всем советую, кстати, читал все монографии Натькина. Замечательный ученый. Тимофей Дмитриевич Натькин. Коллективизация. Ну, прежде всего, встает вопрос, а для чего же ее проводили, эту коллективизацию? Но здесь надо сказать, что когда Ленин, романтик, проводил революцию, вы это прекрасно знаете, он сразу хотел перейти к социализму, и вот здесь начались коммуны и так далее. Но коммуны, понятно, что в годы гражданской войны они не сработали, и они вместо того, чтобы стать производителями, какими-то ячейками, они только были потребителями. Потому что если человек бедняк, почему он бедняк? На том же участке, на котором другой становится зажиточным. Прошу прощения. Либо он больной, не может работать, либо, может, он пропивает, либо он настолько плохо самоорганизован, что просто не в состоянии обустроить этот свой участок. Все, вот почему он бедняк. Но если один бедняк не может, то 10 бедняков, собравшись в одно место, они тоже ничего путного не сделают. Это мы с вами знаем прекрасно. Все это не пошло. Вся эта политика привела к страшному голоду 21 и особенно 22 года, начала 22 года. Ленин, как умный человек, он был сильной личностью, он был жестоким во время войны, но он был умным человеком, он понял, куда он завел страну. И поэтому в 22 году он вернул старую политику, мы называем это НЭПом, новой экономической политикой, но по сути это ничто иное, как возвращение к старым рыночным отношениям. И вот здесь его отношение к коллективизации совершенно другое, немножко скорректировано с учетом опыта, и здесь это отражено в его работе по нашей кооперации. И здесь он уже говорит, что нужно не через коммуну проводить кооперацию, а через именно кооперацию. Причем что объединять? Объединять не производительную деятельность, это каждый крестьянин сам делает, а вот кредитование, как говорится, потребительская кооперация и прочее. Сдают где-то, оптом закупают товары, в селе их продают, это выгодней. Оптом, значит, у крестьян собирают урожай, оптом куда-то сдают и там реализуют. Не надо каждому крестьянину на рынок ехать, то есть для общей выгоды. И вот уже к этому времени было 85% кооперированных крестьян, и он говорил, еще немного, десяток в другой лет, и мы полностью, так сказать, кооперируем крестьянство. В чем отличие коллективизации Иосифа Виссарионовича от Владимира Ильича? Иосиф Виссарионович переходил не просто к результатам, к обчислению результатов труда крестьян, он переходил к обчислению производительной деятельности, объединение крестьян производительной деятельности. Вот что. Ну, возникает вопрос, а для чего это надо было? Собственно говоря, а это надо было... Для того, чтобы это понять, мы должны помнить главную идею коммунистической партии. Для чего делалась революция? Она делалась не для того, чтобы люди стали лучше жить. Этого нигде не написано. Ну, написано, что да, мы, значит, фабрика рабочим и так далее, мы сами будем хозяевами, поэтому будем лучше жить. Но это общие фразы.
Главная идея – идея мировой революции, мировой социалистической революции. А для того, чтобы она стала мировой революцией, нужен инструмент. И вот Россия, прежде всего, она становилась военно-политической базой такой революции. А инструментом должна была, ну, кроме идеологии самой партии, должна была, ну, это такая организация, как Коминтерн, должна была выступить армия. А для того, чтобы армия выступила таким инструментом, армия должна быть снабжена новейшим оружием, причем в достаточном количестве. Но для того, чтобы это сделать, надо развивать тяжелую промышленность. И вот здесь первый вопрос, надо проводить индустриализацию. Но проводили индустриализацию в империалистическом окружении, и отличие индустриализации западной и советской было в том, что на Западе она проводилась столетиями, начиналась с легкой промышленности и постепенно переходила к тяжелой, а у нас надо было сразу начинать с тяжелой промышленности. Но тяжелая промышленность, поглощая огромные средства, она ничего не возвращает государству, потому что крестьянин за станок, за фрезерный станок, за домный и так далее, он ничего государству давать не будет и платить не будет. Поэтому на все время возведения тяжелой промышленности, а это 10 лет, а может быть и больше, там 5-10 лет, в стране создавался вакуум потребительских товаров, во всяком случае сложнейший дефицит. И вот этот дефицит как раз должна была покрыть коллективизация. Отбирали у зажиточных людей, у бедных ничего не было, у зажиточных отбирали, что хлеб, а это продовольствие, мясо, продовольствие. Их самих ссылали куда?